Весенний сезон посадок в самом разгаре. Быстрая весна существенно сократила этот период. Важно не только это сделать вовремя, но и не ошибиться с выбором саженца. Я хотела бы, чтобы вы обратили внимание на смородину красную, которая называется рубиновые бусы. Она действительно очень крупная, из всех красных сортов, очень сладкая. Она устойчива к заболеваниям. Смородина нравится тем, что она среднего срока созревания, то есть она все у нас поспевает золотая середина, это где-то в июле, можно уже ее кушать. Это двухлеточки, да? Это двухлеточки, да, они очень хорошо приживаются. Люди ее любят, мне очень нравится. Она сладкая, без кислиночки. И главное, в нашей Конечно, местности конечно. она не будет замерзать, то есть устойчива к морозам. Устойчивая, да? конечно, она ранированный сорт. Он уже себя зарекомендовал с 90-х годов, этот сорт. Неоспоримое достоинство этого сорта – неосыпаемость ягод. Даже спелые висят на кусте больше месяца. Я у себя на даче в прошлом году или позапрошлом, не помню, посадила ремонтантную землянику садовую. Но что-то меня не устраивает качество ягод. Я, честно говоря, Какой сорт то ли триумфатор, то ли, честно говоря, не помню. Вот надо записывать Вы хотели? сорта. Да, надо вести обязательно тетрадочки. Да, тетрадочки. Ой, ну точно все я напутала. Триумфатор – это у меня лилия так называлась, а сорт ремонтантной клубники – Герцберг Триумф. Долгоиграющая садовая Виктория – это королева Елизавета. Она плодоносит 2 раза за сезон, бывает и 3. Если лето очень будет жаркое, она любит тепло. Вот. Она также размножается усами, то есть вы ее очень быстро можете размножить. Также она дает 1-й, 2-й ус, берете, остальные уже не будут у нас с вами подносить. Так что вот отличный сорт. Мне она нравится тем, что она и поспевает уже даже когда снег. Вот все думают, что фестивальная улучшенная, вообще фестивальная Виктория переродилась. Неправда. Вы знаете, у меня слово какая-то улучшенная. Улучшенная, вот. Что-то. Я вам объясню. Раньше у нас была Виктория, еще наше детство, просто обычная фестивальная. Ну да. Она была самая-самая ранняя. Она попадала под заморозки. Если май холодный, она попадает под заморозки. И сейчас кто этот сорт имеет. Теперь вывели такой сорт Виктории, фестивально улучшенная. Она через 2 недели после обычной. Кустики высокие, ягодка на земле не валяется, не гниет. А это что за красавица? Эта Виктория называется Супер Маша. Вот она очень урожайная. Да, она действительно очень крупная, сладкая, сочная. Кустики тоже у нее высокие, как и фестивально улучшенная. Ягодка тоже над землей. Листочки у нее Да, листочки. светленькие, да? Да, она отличается. Она отличается. Лист у нее уже идет светлый. Также, видите, она тоже набирает уже. То есть она нынче угостит. Разочки. Это уже маточки. А вот я хотела спросить, нужно ли, вот я сейчас, например, начну в мае сажать, да, и вот нужно ли вот эти вот розочки убирать, цветоносики? Ни в коем случае. Не надо, да? Их не надо. Ага. Трудятся селекционеры, не покладая рук. Более 3000 сортов клубники выведено. Но нет предела совершенству. Это, между прочим, относится и к вишне. Черевишня Рада – это гибрид вишни с черешней. Почечки уже я проснулись ее тогда. очень люблю. Я вообще это моя любимица. Тем более люблю, когда она весной вся просыпается, прелесть. Вот, она тоже в закрытокорневой. Видите, она вся начеренкована. То есть это уже 100% приживаемости у вас будет. Она самоплодная. Мы ее называем царица огорода. Почему? Потому что она сама одна опылит все косточковые. Да. Вот она такая красавица. Ей не нужна пара. Но она очень хорошо, конечно, с другими вишнями в тандеме. Например, с вишней-мулаткой. А мулатка это карликовая. Ага. Плоды удюка, так называют гибрид вишни и черешни, гораздо крупнее и вкуснее. В них содержится меньше кислоты и совсем нет терпкости и вяжущего привкуса. Это мулатка, вишня кустовая. Такая темная она, да? Она темная, очень сладкая. Она вообще карликовая.
Она всего 1,50 м, 1,70 м. как в удобно форме собирать. шара. Удобно. Темная, сладкая, со вкусом черешни. Она без кислинки. Тоже она вот такая красотка. Она вот маленькая, но очень урожайная. Что черевишня рада, что вишня кустовая мулатка плодоносят каждый год, независимо, вишнево-сливовый год или нет. Жимолость сейчас, наверное, порядка 30-40 сортов, и глаза разбегаются. Да, да. Я очень люблю жимолость васюганскую и избранницу. Почему? Потому что васюганская со вкусом черники. То есть она без всякой горчинки, сладкая, с таким вот вкусом черники. А избранница со вкусом земляники, то есть на любителя. Но, конечно, нужно сажать 2 сорта, потому что у них перекрестное опыление. Жимолость, если 1 сорт, она не растет. А то и 3, да, желательно? 2, 3, 4, хоть сколько. Васюганская – элитная форма турчининова, среднеспелая. Избранница – ранний сорт. И яблони на участке нужно сажать с учетом их сроков созревания. Вот очень интересное название яблони Кальвиль снежный. Это значит зимнее, да? Это зимний сорт, Ага, да. вот отсюда зимний. Очень легкий, морозостойкий сорт. Зеленое яблоко – это аналог семеренко. Семеренко у нас в Удмуртии не вызревает, но Кальвиль снежный – это его аналог. Очень полезно детям. Ну и взрослые любят, очень сладко, сочная она. Ну вот Такая кислиночка присутствует. от Антоновки отличается форма. Я смотрю, она немножко такая... Конечно, и форма удлиненная. отличается, и вкусом, и лежит подольше. Подольше Да, лежит, лежит да? до мая. Мгм. Превосходит все Да вы качества что? Антоновки. До мая? До мая. Здорово. Осенняя полосатая, его называют в народе. А вообще оно называется правильно штрейфлин. Но это тоже поздний сорт, да, поскольку... Это нет, он... Нет? Мы Кальвиль снежный с вами снимем в сентябре, просто лежит до мая. Осенняя полосатая снимаем после 20 сентября, но оно лежит до Нового года. Вот лично вы какой любите? Я люблю хорошавку. Хорошавка. Хорошавка. Название-то такое интересное. Да-да. А это этим чем Это я был- летний сорт. Поспевает конец июля, начало августа. Мякоть очень сладкая, сочная, с розовыми прожилками. Тоже красное, да? Оно красное с фиолетовым таким налетом. Весна на Заречной даче. Весь май на Заречной даче садовая ярмарка. В ассортименте саженцы яблонь, малины, черешни, смородины, грунты, удобрения, репелленты и многое-многое другое. Каждому покупателю подарки. Наш телефон 64 15 50. Найти нас просто. Горького, 53, дом Бодолева, остановка Пирожковая. Заречная дача.